Ираклий, скажите, пожалуйста, как вы оцениваете события, которые произошли в Абхазии в последние дни, которые связаны с отставкой Аслана Бжания и все, что произошло в Абхазии? Положительно, однозначно, по той причине, что в данном случае нам нужно было защищать свою государственность. То есть задача, которая стояла, намного выше, чем отставка конкретного президента. Потому что все его действия и все действия команды, которая поддерживала его действия, сводились к демонтажу абхазской государственности. И самым коварным являлся тот фактор, что все это обставлялось якобы развитие дружеских отношений с Российской Федерацией. Кто против? Мы за дружеские отношения, мы за стратегический союз. Но в нормальном смысле этого выражения все, что происходило, это был демонтаж абхазской государственности. Все эти деления суверенитетом, все эти попытки заключения соглашения, по которому сюда должны были переселиться десятки тысяч иностранцев. Потом соглашение по Пицунде, где ограничивается суверенитет абхазского государства над частью своей территории. Соглашение по аэропорту, где также ограничивается суверенитет Республики Абхазия. Все эти вещи в совокупности для меня были совершенно очевидны. Это был демонтаж абхазской государственности с низведением Абхазии до статуса субъекта федерации. Поэтому я приветствую уход в отставку Аслана Бжания, и я очень негативно отношусь к его заявлению о намерении баллотироваться на следующий президентский срок. Я вообще считаю, что его действиям за последние годы, плюс его высказываниям, должна быть дана правовая оценка, ну и соответствующая реакция нашего государства. Мы видим, что выступили юристы, выступают политические лидеры и говорят о том, что до выборов нам нужно провести ряд конституционных преобразований. Как вы видите, какие именно преобразования конституционные нам необходимы? Да, необходимы конституционные реформы, но у нашего общества, на мой субъективный взгляд, есть тенденция переоценивать эффект от этих преобразований. Проблема не в том, что Конституция передает слишком много полномочий президенту. Проблема в том, что Конституция перестала быть ядром политической и правовой системы, и, на мой взгляд, таким ядром стали международные соглашения, ущемляющие независимость Республики Абхазия, а не Конституция Республики Абхазия. Но, тем не менее, я за эти конституционные преобразования. Нам действительно надо будет ограничить полномочия президента, вместе с тем не превращая Республику Абхазия в парламентскую республику. Все-таки нам нужна смешанная форма, потому что единоначалие при наличии президентов, которые бы стремились к суверенизации своей страны, это благо. Тем не менее, полномочия президента нужно ограничить. Надо придать больше полномочий парламенту, но тот набор полномочий, которые передаются парламенту, совокупно позволяет определить, становится республика парламентской или республика смешанного типа. Их еще называют президентско-парламентскими. Вот президентско-парламентская, вот республика смешанного типа нам бы подошла. В чем ее особенность и преимущество? Некоторые из функций, вот, допустим, влияние президента на назначение судей и прочие вещи, мы бы, наверное, все-таки представляли бы возможным передать парламенту. Ограничить президента в единоличном подписании международных соглашений, которые затем передаются на откуп нашему парламенту, и парламент вынужден реагировать на эти соглашения, либо ратифицировать, либо не ратифицировать их. Это вызывает большое напряжение в обществе. Также проводятся определенные изменения в назначении глав органов исполнительной власти, министерств и премьер-министра. Вариантов существует несколько, но все мы сходимся на мысли о том, что совокупно президентские полномочия необходимо ограничить. Помимо уже озвученных предложений, в том числе касаемых учреждения смешанной системы выборов, чтобы и политические партии могли бы выставлять своих кандидатов, и население могло бы голосовать не за отдельно взятую личность только, а еще и за отдельно политическую партию. И плюс от себя я хотел бы добавить то, что не было заявлено в последние дни, но то, о чем я говорю все последние годы, обязательно следует внести в Конституцию изменения, в соответствии с которым президент может быть только лишь гражданином Республики Абхазия. По-хорошему, это же ограничение распространить и на депутатов, и министров, чтобы не был наш президент простым избирателем в другой стране. Мы же говорим про гармонизацию законодательства с Российской Федерацией. Вот в Российской Федерации есть такое положение в Конституции. А потом возможность для международных поездок и прочего найдется, если международное сообщество убедится в том, что мы идем именно по пути независимости. А события последних дней как раз таки показывают, что наш народ
делает выбор именно в этом направлении, в направлении строительства независимого государства. Поэтому я их, безусловно, оцениваю положительно. И еще хочу вас спросить, Ираклий, о местном самоуправлении, о том, как мы избираем глав наших районов, городов. Для этого же тоже надо внести изменения в Конституцию. Что бы вы сказали об этом? Вот та система назначения подконтрольных президенту глав, она правильная, на ваш взгляд, достаточно демократичная? Это сложный пазл. Даже в такой огромной стране, как Российская Федерация, вот если мы сравним уровень нашего местного самоуправления с уровнем органов государственной власти в субъектах федерации и способы их формирования, то мы увидим схожие проблемы. Там тоже происходила эволюция от выборности к назначаемости, затем снова вернулись к выборности. Принято считать в науке конституционного права, что прямые выборы – это высшее проявление воли народа. Поэтому я думаю, что воля народа была бы выражена более полно, если бы мы пришли к выборности глав городов, районов. Существует ли эта отчетность, подконтрольность Кабинета министров парламенту, и должна ли она быть усилена? Мне сложно судить о фактическом состоянии дел. Чтобы дать им свою оценку, мне следовало бы проанализировать их совместную работу в течение определенного периода. Но теория конституционного права исходит из того, что так называемая система сдержек и противовесов, она должна работать между органами законодательной и исполнительной власти. Да, должен быть взаимный контроль, тем более, что это делегированные депутаты, которые избираются непосредственно населением. Кабинет министров непосредственно населением не избирается. Он формируется уже выбранным президентом. Поэтому, если контрольные полномочия будут у парламента в отношении Кабинета министров в объеме большем, нежели есть сейчас, я думаю, что это будет полезным для эффективной работы этих государственно-правовых институтов. Мы часто слышим о том, что уровень парламента, депутатов, он не устраивает население. И почему вы думаете, что смешанная система поможет уровень депутатов повысить и сделать его качественно иным? Смешанная система, качество, базовое образование депутатов и их правосознание не увеличит само по себе. Но что в этом положительного? Во-первых, партии станут партиями в полном смысле этого слова. Сейчас мы знаем руководителей партий, мы знаем их наименования, но в чем их основные программные отличия, мы не знаем. А когда у нас появится смешанная система, когда часть депутатов будут идти на выборы по партийным спискам, то в этом случае народ будет иметь возможность ознакомиться с программой той или иной партии и посмотреть на отличия именно в программе. И по этой причине я думаю, что эта инициатива полезна. Чтобы партийная жизнь у нас стала более усовершенствованной, мы должны конкурировать друг с другом партийными программами. И вот тогда уже, я думаю, что возможно это повысит и степень подготовки депутатов. Что касается качества образования у депутатов, мы исходим из того, что депутаты могут быть и аграриями, и спортсменами, и юристами, и экономистами. То есть нельзя человека ограничивать в его праве быть народным избранником в зависимости от его образования. Но в качестве обязательного условия я бы ввел требование по получению базового образования, базового прохождения курсов по основам государства и права для каждого депутата с сдачей экзамена. Это не должен быть очень сложный экзамен, он не должен стать таким вот барьером, который бы отсеивал, что такое суверенитет, что такое органы законодательной власти, что такое органы исполнительной власти, какие соглашения ратифицировать возможно, какие невозможно, что делает Конституционный суд, в чем его полномочия и так далее. Но это должно быть азбукой для любого депутата, вне зависимости от его базового образования. То есть нужны фильтры? Да, нужны фильтры. Давайте честно, наше общество, жалуясь на депутатов, забывает о том, что оно голосовало по соседскому или по родственному принципу. Он хороший парень. Но мы знаем, что хороший парень это, наверное, в целом хорошо, но не в случае, когда это единственное качество для государственного служащего. Мы видим в общественном пространстве, информационном, два направления. Парламент заявляет, что они готовы назначить выборы президента, и большая часть общества, мы видели, юристы выступили, политики выступили, с тем, что до назначения выборов необходимо провести вот эти конституционные преобразования, о которых мы с вами говорим. Что нужно делать, как вы это видите?
Я думаю, что если мы поработаем плотно, я имею в виду в том числе и себя, то мы вполне могли бы до выборов президента эти идеи реализовать. Можно инициировать процедуру сейчас. В качестве инициаторов могут выступить депутаты парламента. Все это можно делать и после выборов. Но вот особенности человеческой психологии таковы, что президент, получив определенный объем полномочий, может начать противодействовать вот этим самым конституционным преобразованиям. Поэтому я был бы за то, чтобы начать это сейчас. Если уложимся до выборов, хорошо. Если не уложимся, постараемся этот вопрос дожать после проведения выборов президента. Просто у нас возможностей мало по Конституции по переносу выборов. Там заявлено, что они должны быть проведены в 3-месячный срок. Обойти эту норму можно только если изменить вот эту самую статью, по которой выборы должны быть проведены в 3-месячный срок. Но здесь есть другая опасность, что если мы ее изменим, то этим может воспользоваться будущий кандидат, вот, допустим, через 5 лет, через 10 лет, для того, чтобы изменять Конституцию под себя. Поэтому я думаю, что начинать нужно в любом случае сейчас, а когда мы этот процесс доведем до логического конца, покажет время. В принципе, мы могли бы уложиться в срок до президентских выборов.